Замена лифтов, обновление инженерных систем электро- и теплогазоснабжения, подвальных помещений, фундамента, фасада дома и крыши. Вот перечень работ, что подпадает по жилищному кодексу под капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. И за это все должны платить сами собственники жилья. Источниками капитального ремонта до 2023 года являлись взносы собственников. С этого года на капитальный ремонт направляются средства регионального бюджета. В прошлом году за счет средств регионального бюджета мы разработали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт крыш, которых мы будем осуществлять в последующее ближайшее время. Тоже выделена определенная сумма под эти цели, так на 2024 год она составляет 333 миллиона и далее по 350 миллионов рублей. Региональная программа капремонта общего имущества рассчитана аж до 2059 года. Планируется отремонтировать 6100 многоквартирных домов. Большинство из них построены в 60-70-х годах. За более чем полвека инженерные сети и сами здания обветшали. А потому правительство республики приняло решение на каждые 3 года согласовывать краткосрочный план, чтобы мониторить реализацию программы. Но чтобы попасть в нее, необходимо пройти сложные согласования. К примеру, в столице под капитальный ремонт подходят 800 домов, а на ближайшие 3 года в план попали лишь 150. С учетом тех критериев, которые установлены постановлением правительства Республики Коми 24 августа 2015 года 373, это техническое состояние основных конструктивных элементов, год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, полнота оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме минимального размера взноса на капитальный ремонт, дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. И с учетом тех предельных лимитов, которые были доведены до муниципалитета, с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта, тоже установленной на уровне республики, в краткосрочный план на 2024-2026 годы было включено порядка 150 всего многоквартирных домов. В рамках трехлетнего плана на 2021-2023 годы работы в республике были выполнены в полном объеме. Отремонтировано 634 дома. И это при том, что все сделано только на средства республики. Федеральная поддержка у нас осуществляется в рамках федерального законодательства только при наличии средств в федеральном бюджете. К сожалению, на сегодня в федеральном бюджете на государственную поддержку средств не предусмотрено. При этом государственная поддержка, она осуществляется лишь по нескольким направлениям. То есть это не чистая, там, предположим, на ремонт крыш и прочее, предоставляется либо на возмещение процентов, то есть если что-то делается в кредит, что у нас в принципе не осуществляется, и также по замене лифтов. Лифты в особой зоне риска. С 2011 года утвержден так называемый технический регламент «Безопасность лифтов». По этому документу срок эксплуатации оборудования не должен превышать 12 лет. В Коми под замену 247 лифтов. Работы по их обновлению необходимо завершить до 2025 года. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.